Сегодня на этой спортивной арене борются спортсмены по вольной борьбе из Америки, штата Калифорния и Гагаузии. Тренера команд в лице организаторов считают такие встречи хорошей возможностью обменяться опытом. Во-первых, хотели бы, чтобы в первую очередь наши студенты видели и слышали, как живут американские студенты. Это также студенты. И они, американские студенты, хотели бы видеть, как здесь живут. То есть какой-то обмен опытом, какие-то дружеские отношения. Нас 4 спортсменов прилетело из Америки, и я рад, что имею возможность повидать, какие особенности у этого вида спорта в Гагаузии, говорит Мейсон, студент Калифорнийского Баптистского университета. Я занимаюсь рестлингом уже с 7 лет. Я очень много слышал о Молдове, но я ни разу здесь не был. И мне очень нравится Молдова, мне понравилось, как здесь вообще совсем по-другому. И нам очень понравилось, как они нас встретили. Мы тоже очень радушно встретили их. И наша цель была приехать сюда, то есть и поделиться со своим опытом. Большинство болельщиков матча – воспитанники спортивного лицея. Несмотря на свой юный возраст, невзирая на незнание языка, они успели подружиться с американскими борцами. Они очень хорошие ребята. Мы познакомились недавно, 2 дня назад. Они очень дружелюбны, любят своих друзей. И что еще могу сказать? Приятно пообщались. Как только начался первый бой, зрители имели возможность посмотреть технику вольной борьбы наших заатлантических гостей. У нас стиль борьбы в Гагаузии. Что такое Гагаузия? Это бывший Советский Союз. Стиль гагаузских борцов слажен больше на технических действиях. Стиль американцев, они более выносливы. Они выигрывают схватки за счет выносливости и крепости. Здесь выигрывает именно тот, кто правильно построит встречу. Понимаете? Каждому победившему в схватке спортсмену был вручен подарок. Финансовую поддержку в приобретении призов оказала примария города Камрат.